Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. 11 июня состоялось совещание аппаратов Совета безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации под председательством президента Рауля Хаджимба. На встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе в части развития социальной и транспортной инфраструктуры. Стороны также обсуждали вопросы развития инфраструктуры для оказания медицинской помощи, результаты диспансеризации, строительства нового объекта заключения осужденных, функционирования многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, а также проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов мраморного клопа. Мы готовы к тому, чтобы продолжить весь объем тех работ, которые уже начаты. Несомненно, это полезно, это необходимо, это нужно для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые сегодня мы с вами, как и вчера, обсудим. Надеюсь на то, что будет понимание и необходимость активных работ для того, чтобы реализовать те мероприятия, которые обговаривались, которые заложены в наши документы, особенно в договор 2014 года. И реализация многих направлений требует наших совместных усилий. Спасибо за радушный прием и создание тех условий, в которых мы работаем. Мы вчера с вами встречались, обсуждали широкую повестку. В широкой повестке были вопросы, которые требуют сегодня нашего обсуждения. Приехали мы такой большой делегацией, потому что эти вопросы есть, которые и непосредственно нужно сейчас решать, есть, которые нужно и обсуждать, и принимать по ним решения. Есть вопросы, которые не терпят уже отлагательства. Президент Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетили торжественный прием, который состоялся в посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия в преддверии празднования Дня России. На приеме также присутствовали спикер Народного собрания Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, представители духовенства, общественных организаций. Сегодня мы отмечаем праздник, который непосредственно связан с событиями почти 30-летней давности, когда в нашей стране начались эпохальные преобразования в политической, экономической и духовной сферах. Полное обновление коснулось тогда всех уровней власти, а также целого спектра экономических и общественных отношений. Как вы знаете, перемены такого масштаба имели разные последствия, порой весьма болезненные и чувствительные. Но все трудности были преодолены нашим народом. Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную независимую внешнюю политику. Пример этому – справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году. Уверен, что тесное сотрудничество России и Абхазии основано на вековых традициях дружбы, культурной и духовной близости двух народов – это залог благополучной жизни граждан обоих государств. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности. На многовековом пути своего возрождения Россия сталкивалась с немалыми трудностями и драматическими потрясениями, но она с честью и достоинством отстаивала и продолжает отстаивать свои национальные интересы, укрепляя военную мощь и обороноспособность, реализуя крупномасштабные проекты, способные обеспечить решение военно-стратегических и наиболее приоритетных социально-экономических задач. Несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать участию России в глобальных процессах, она была и остается одним из главных игроков мировой геополитики. После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития. Поэтапно осуществляются положения Российско-Абхазского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, определившего новые параметры нашего взаимодействия. Успешно реализуются программы социально-экономической поддержки Республики Абхазия. В этот торжественный день я от всей души хотел бы поздравить весь народ дружественного государства, пожелать всем россиянам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов.
В ходе рабочей поездки в Абхазию заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев встретился с руководством МЧС республики. Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба и посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин. Подробности в репортаже, подготовленном пресс-службой спасательного ведомства страны. Стороны обсудили текущие вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в числе приоритетных выделил несколько из них. В частности, вопрос упрощенного пересечения государственной границы Республики Абхазия и Российской Федерации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Речь идет о воздушном и наземном транспорте для эвакуации пострадавших граждан двух стран в лечебные учреждения Российской Федерации. Крайне важной для МЧС Абхазии, по словам министра, является проблема подготовки профессиональных кадров, в частности медицинского персонала высшего и среднего звена. В этой связи существует настоятельная необходимость обучения сотрудников МЧС Абхазии в вузах Министерства здравоохранения России. На встрече рассматривался вопрос создания на территории Республики Абхазия реабилитационного центра для сотрудников МЧС России и Абхазии, получивших увечья при ликвидации последствий стихийных бедствий. Рашид Нургалиев в своем выступлении подчеркнул, что развитие межгосударственных и межведомственных связей России и Абхазии является приоритетным, а вопросы, поднятые на данной встрече, весьма обоснованы. Совет безопасности России поддержит конкретные предложения абхазской стороны по данной проблематике и будет способствовать их решению на различных уровнях. В заключении встречи Лев Квициния преподнес Рашиду Нургалиеву памятный подарок. В Кабинете министров состоялось рабочее совещание представителей Министерств Российской Федерации по делам Северного Кавказа, казначейства и Банка России с абхазскими коллегами, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Абхазскую и российскую сторону на встрече представили премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В рамках двухдневных рабочих встреч планируется проработать под программу по социально-экономическому развитию республики и рассмотреть проекты, которые будут включены в инвестпрограмму на 2020-2022 годы, а также будет обсуждена реализация действующей инвестиционной программы. В рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы реализуется 59 мероприятий с общим объемом финансирования 1 миллиард 681 миллиона рублей. Кроме того, рабочим группам предстоит осуществить мониторинг целевого использования дополнительно представленной в 2018 году российской финансовой помощи по линии Минфина Абхазии и Национального банка. В Министерстве по налогам и сборам прошло совещание с участием самых крупных предприятий столицы, на котором обсуждался вопрос отчислений налоговых платежей за первый квартал текущего года. Репортаж Гугуцы Вардания. Открывая совещание, министр по налогам и сборам Даур Курмази отметил, что за последние 2 месяца наблюдается отрицательная динамика в плане собираемости налоговых платежей. С учетом того, что именно вы представляете основные бюджетообразующие предприятия, мы решили провести такую встречу, на которой возможно озвучить имеющиеся проблемы и возможные перспективы. Представители 12 крупных предприятий Сухума, одни из основных налогоплательщиков страны, были приглашены на совещание, посвященное обсуждению и решению вопросов, от которых зависит исполнение государственного бюджета. Были заслушаны отчеты об итогах финансовой деятельности этих организаций. По словам руководителей компаний, в сфере бизнеса есть определенные проблемы, в связи с чем доля их прибыли минимальна, а в некоторых случаях они работают в убыток. Происходит изменение структуры связи. Люди перестают пользоваться дорогими, скажем, международными голосовыми тарифами, все больше уходит в интернет. Если раньше основная выручка у нас шла от голосовых вызовов, то есть от соединений, то сейчас она уже преобладает уже пользование интернетом. А вот эти вот дорогие звонки, они потихонечку вымываются. Мы, естественно, пытаемся принять меры для того, чтобы как-то сгладить это падение, но в любом случае оно чувствуется. У нас цены на реализуемую продукцию жестко регулируются государством. При этом входящие цены, вы знаете, что мы абсолютно все импортируем, в большей части России, частично из Европы, приводят к тому, что они там рыночные, и на протяжении достаточно некороткого периода времени они значительным образом коррелируют, то есть меняются, и ситуация на рынке изменяется, меняется, соответственно, и цены. Все абсолютно полностью зависит от того,
в рамках какой рентабельности мы сможем существовать. Стоит отметить, что вопрос своевременного поступления налоговых платежей обсуждался и на совещании в Кабинете министров, где отмечалось о спаде поступления отчислений в бюджет на республиканском уровне и что это грозит неисполнению государственного бюджета за 2019 год. Тогда премьер-министром Абхазии Валерием Вганба перед соответствующими структурами была поставлена задача усилить работу по всем направлениям и не допустить выпадения по плановым показателям. Подводя итоги, министр Даур Курмази отметил, что исполнение бюджета стратегически важная задача, и поэтому налоговыми органами по отношению ко всем налогоплательщикам будут приниматься максимально жесткие меры контроля. Возникает ситуация, когда налогоплательщики действительно жалуются, что нас достали налоговыми проверками или другими различными проверками. Мы эту идею не поддерживаем, но мы вынуждены будем разбираться до конца и докапываться до истины по каждому предприятию. Чем больше на наши запросы вы будете предоставлять запрашиваемую нами информацию, тем меньше у нас будет контакта в непосредственной работе. А в некоторых случаях, думаю, что в некоторых случаях мы в любом случае должны будем прийти на проверку и убеждаться во всем. В рамках совещания также были обсуждены вопросы организации более эффективной работы налоговых органов. Кроме того, речь шла о необходимости оснащения всех объектов торговли кассовыми аппаратами. Гугу Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухумском лицее-интернате детям из многодетных и малоимущих семей были розданы комплекты школьной формы, закупленные Министерством образования и науки Абхазии. Списки тех, кто получит в подарок школьную форму, формировались в районах. Там из общего числа поступивших заявлений выбирали самые нуждающиеся семьи. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Уже 2 года, как во всех средних учебных заведениях Абхазии, введена обязательная школьная форма. Многие семьи отнеслись к такому решению положительно, так как форма приучает учащихся к порядку и дисциплине, а кроме того, это придает каждой школе особую индивидуальность. Несмотря на все плюсы введения школьной формы, ее приобретение обходится родителям недешево. Так случилось, что в Абхазии немало семей, которые и вовсе не могут ее купить. Программа Министерства образования и науки по обеспечению формы учащихся направлена на поддержку таких семей. В прошлом году ведомством было закуплено более 500 комплектов школьной формы, а в этом году количество закупленной одежды увеличилось вдвое. В этом году бюджетом Министерства образования и науки Республики было предусмотрено приобретение школьной формы для малоимущих семей, для более социально незащищенных слоев населения. И мы приобрели более 1000 комплектов школьной формы. С нового учебного года дети уже будут иметь возможность без каких-то проблем пойти красиво одетыми в школу. Представителями районных отделов образования были заранее составлены списки учеников, нуждающихся в школьной форме, и были собраны данные об их размерах. По этим утвержденным спискам и были розданы все комплекты одежды. Подобная помощь – очень хорошее подспорье для малоимущих и многодетных семей. Согласно поданному списку, 104 комплекта форм мальчиков, девочек сегодня нам были выданы. В ближайшее время они поступят, собственно, в школы, где будут переданы учащимся. Огромное спасибо и руководству страны, и Министерству образования за предоставленную возможность как-то помочь нашим учащимся. Это очень большая помощь для нуждающихся семей, а их, как известно, у нас немало. В прошлом году выделили 50 форм, в этом году по нашим заявкам, просьбе нашей, выделили 80 форм. Формы очень хорошего качества, дети носят с удовольствием, и это очень большая помощь для родителей, безусловно. Министерство образования и науки и в дальнейшем будет оказывать поддержку в приобретении школьной формы детям из социально уязвимых семей со всех районов Абхазии. Саид Джарсаля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Состоялся финал Кубка Мобайл по мини-футболу. В турнире, который проходил в течение 2 недель, приняли участие 32 команды из разных городов и районов страны. Кто занял призовые места и кто стал обладателем Кубка, расскажет Алик Атрапш.
В течение последних 2 недель на мини-футбольных площадках Совмин Дем было по-настоящему жарко. Каждый вечер здесь собирались любители футбола, чтобы посмотреть игры среди непрофессионалов. В 6-м турнире Кубка Мобайл по мини-футболу приняли участие 32 команды из разных городов, организаций и просто мини-сборных. В заключительный день турнира состоялись 2 матча, в которых разыгрывались призовые места. За 3-е место боролись команды Гудаута и Рубин-2. С каждым годом уровень турнира растет. В этом году, вот, например, мы уже привезли 4 арбитров. Обычно до этого их было 2. Раньше у нас было 5 в поле и 1 вратарь. В этом году мы сделали 4 игрока в поле и 1 вратарь. Соответственно, зон открытых стало больше и бегать, соответственно, тоже надо больше. Также мы изменили формат по времени немножечко, потому что мы стыковые матчи провели 1 тайм 20 минут, но мы увидели, что многие ребята не справляются, это сложно, так как уже жарко тоже, и решили сделать так, чтобы тайм был 15 минут. В первом тайме команда Гудаута первой открыла счет. Однако уже во втором тайме Рубин-2 сумел забить ответный гол. И тем самым основное время игры закончилось ничейным счетом 1-1. Исход игры решила серия пенальти. Здесь сильнее оказалась гудаутская команда, которая сумела забить 3 гола в ворота соперников. Таким образом, бронзовым призером 6-го Кубка Мобайл стала команда Гудаута. Турнир прошел очень хорошо, все прекрасно с организацией, команды очень сильные, и даже приятно играть против сильной команды, чем против слабой. В этом году все команды были достойными, с кем можно было выйти, поиграть в хороший футбол. Всем большое спасибо за организацию, за проведенный турнир, будем еще участвовать. Команды Аяйра и Гулрыбш встретились в финале турнира. Было заметно, что обе команды хорошо подготовлены и достойны Кубка победителя. Во время первого тайма ни одной из команд не удалось реализовать атаку на ворота, и счет так и не был открыт. В самом начале второго тайма сухумская команда первой забила мяч в ворота соперника, но Гулрыбш не собирался уступать. В середине тайма игроки гулрыбшской команды сравняли счет. Затем последовал еще 1 гол. Следующий мяч в ворота вновь забили игроки сухумской команды. Счет 2-2. Однако на последних минутах матча Гулрыбш забивает решающий гол. Таким образом, 2-й год подряд обладателем Кубка Мобайл по мини-футболу становится команда Гулрыбш. Сегодня игра нам удалась очень тяжело. Соперники очень хорошие были, двигались прекрасно, играли отлично. Они вели еще в счете, было очень тяжело, но мы старались, не сдавались, потому что уже 1 год стали чемпионами, 2-й год уже мы сейчас, смело можно сказать, 2-й год уже чемпионы. Победители турнира были награждены денежными призами и медалями, а лучшим игрокам были вручены памятные подарки от спонсоров. Алика Трапш, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 19-24 градуса, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.